Друзья, недавно на нашем канале вышел документальный фильм «Астраханские нагаи в русских и европейских источниках до 1917 года», который вызвал большой резонанс. Вы можете посмотреть его по ссылке в описании. Там мы упомянули, что с татарами-переселенцами в Астрахани у нас, астраханских, юртовских и карагашских нагаев, нет никаких разногласий и споров. У зрителя может возникнуть вопрос, как это может быть так, если даже не все коренные нугаи вернулись к своей истинной нагайской идентичности? Дело в том, что в отличие от некоторых наших же соплеменников, которые, противоречия реальности, назвали себя татарами, сами наши братья татары-переселенцы в Астрахани никогда нас татарами не считали, четко определяя нас нагаями. Об этом свидетельствуют данные Леонида Шайсултановича Арсланова и труды Шамиля Курбангалиевича Сиражетдинова. Давайте же посмотрим, кого сами татары-переселенцы в Астрахани, погруженные в местную действительность на протяжении длительного времени, на самом деле считают татарами. Уроженец села Линейное Наримановского района Ринат Бекчураев, являющийся татарским блогером, в подкасте на татарском языке в эфире радио Азатлык перечислил села Наримановского района, кои считает татарскими. Biz birнеше авыл монда янәшә тора. Шул безнең инде Кәменный авылы, безнең күрше авыл Яңы авыл, Туркменка дип русча әйтелә. Аннан бара Картузан авылы, Курченко русча һәм Яңгаскәр авылы, шулай Яңгаскәр дип русча әйтәләр дә. Без менә шул Нариман районында 4 авыл бергә янәшә, бергә булып, бердән булып яшибез. Итак, мы видим, что он перечислил 4 села: Кемени, то есть Линейные, Тулки-аул, то есть Туркменка, Картузан, то есть Курченко, и Янгоаскер. При этом села Биштюбинка, Солянка он не упомянул. Почему? Да потому что это юртовско-нагайские аулы, и Ринат Бекчураев их за татарские не считает. Далее к списку татарских аулов он добавляет еще и село своей жены, Новые Булгары, подчеркивая, что это татарский аул. И так оно и есть. Минем тормыш иптәшем, минем хатыным безнең авылдан булмаса да, шундый ук татар авылы, Икрянинский район бездә монда бар, Астрахань өлкәсендә. Шундый дәрәҗәле, биек исемле авыл Яңы Болгар авылыннан, саф татар авылыннан ул минем тормыш иптәшем. Ринат Бекчураев, кстати, не признает термин «астраханские татары». Мин инде үземне һәм барчабызда инде без үзебезне торган татар дип инде хис итәбез. Нинди мин астраханский татар? Әлбәттә без ничә йөз еллар, ничә гасырлар инде Астраханда яшәсәк, барыбер мин үземне Астрахань татары дип хис итмим. Мин үземне татар дип хис итәм. Оно и понятно. Татары-переселенцы не являются астраханскими, а мы, юртовцы, карагаши, кундровцы и утары, не являемся татарами. Астраханские татары – это внешний термин, коим называли нагаев Астраханского региона. А председатель ликвидированного ныне Астраханского фонда сохранения культурных ценностей и национальных традиций татарского народа Эльфия Дулатова, чей род уходит корнями в Пензенский регион, в своей статье «Родной язык» для издававшейся некогда газеты «Хаджи Тархан» перечислила список чистых татарских аулов. Вот что она написала. Между тем в нашей области есть чисто татарские села, как Новые Булгары, Линейная, Картузан, Туркменка, Янгоаскер, Каменный Яр. Как видим, список татарских аулов Эльфии Ханум идентичен списку татарских аулов Рината Бекчураева, за исключением лишь того, что она добавила сюда дальнее село Каменный Яр, находящееся на севере нашей области, в Черноярском районе. Ее список тоже не включил в себя ни одного юртовского или карагашского села. Ни Сиитовки, ни Килинчей, ни Каргалыка, ни Солянки. Это потому, что даже если мы по ошибке назовем себя татарами, сами татары на уровне народа никогда не признают нас частью своей нации. Для татар нагаи всегда будут нагаями, как бы ни старались говорящие головы с канала ТНВ. Это наш регион, мы веками живем тут бок о бок. Нагаи, татары, туркмены, казахи, русские. Мы знаем, кто есть кто, а казанские нацистроители только мешают нашему братству.